Николай Николаевич Григорьев, он основатель и руководитель известной медицинской клиники «Дельта». Он сам блогер, ведущий работу, просветительскую работу на медицинскую тему. И своим примером, своим опытом вдохновляет людей на, пропагандирует ЗОЖ, здоровый образ жизни, и вдохновляет людей на как бы достижение целей и в спорте, и вообще в жизни, в работе, да. И, сейчас скоро подойдут официанты, чай будет, морс будет, и поговорим за чашкой чая, да. А для начала давайте нас будут еще слушать через наши social каналы и YouTube, и давайте познакомимся с Николаем Николаевичем. Расскажите о себе, о деятельности и вообще почему и как пришли к мысли издать книгу такую, и почему именно в формате книги вы решили поделиться с опытом и знаниями с читателем. Ага, спасибо. Спасибо за представление. Ну, как представили меня, я Николай Григорьев, я врач. Мы лет 5 назад создали со своими коллегами клинику. Клиника работает в новом для Якутии формате. Формат клиники, направление клиники заключается в том, что, попросту говоря, мы не должны лечить человека. Мы должны лечить клетки этого человека. Понимаете? Человек — это сообщество клеток. По подсчетам ученых примерно 50 тысяч миллиардов клеток в человеке имеется. Вот эти 50 тысяч миллиардов клеток делятся на разные 220 с лишним видов клеток. Но их объединяет одно. Их объединяет одно. Это одно является: каждая клетка должна выполнять свою определенную, четко, ясно определенную природой функцию. Например, клетки мозга своя функция, клетки мышц своя функция, клетки костей своя функция, клетки внутренних органов, эпителия. Вся клетка, каждая клетка имеет свою функцию определенную. И вот это каждая клетка, когда выполняет свою четко определенную функцию, только тогда все будет хорошо. Только тогда будет человек здоровый, позитивный, веселый, будет достигать своей цели. Только тогда, когда клетка выполняет свою функцию. А чтобы главным условием, чтобы клетка работала, чтобы клетка выполняла свою функцию, является то, что каждая клетка должна вырабатываться собственной энергией. Есть в клетках структура под названием митохондрии. В этих митохондриях должна образовываться энергия, и на основании этой энергии клетки выполняют свою функцию. Энергия — это аденотрифосфорная кислота. И чтобы образовывалась энергия, должны поступать материалы. Главными материалами являются дыхание, питание. Дыхание — кислород, питание — глюкоза. И вот это энергообразование клеток, все зависит от многих факторов, в основном от гормонов. И вот наше направление медицины, это мы смотрим, чего не хватает клеткам, и из-за чего, скажем, образовалось данное такое болезненное состояние. На примере я потом дальше расскажу, какие вот это болезненные состояния. Да? И вот если понять, чего не хватает клетке, и если дать клетке все то, что им требуется, клетка начинает хорошо работать, и в результате человек, если клетка все нормально работает, функционирует, да и человек здоровый. Поэтому наше направление медицины такое. Такое медицина является медицина 5П. Что такое 5П, я в книге тоже написал, в дальнейшем расскажу. Но суть такая, которую я сказал: клеткам для жизни нужны необходимые материалы, и вот эти необходимые материалы мы даем. Если подойти к лечению заболеваний таким путем, когда, например, голова болит, вот тебе таблетка от головной боли, живот болит, вот тебе таблетка от боли живота, мышцы болят, массаж. Но причиной этих болей от чего-то болит, понимаете? И вот это мы должны понять, как говорил Козьма Прутков: зрите в корень. Вот мы стараемся зрить корень. Вот эта медицина, такое направление медицины, в Якутии первый раз привезли мы, это 5 лет назад, мы создали клинику «Дельта». И почему мы назвали «Дельта»? Потому что мы стали дельтой. Вот если дельта сказать,
дельта реки, например. Это когда река начинает распадаться в рукава и начинает вот эта река превращается в море, озеро, там, океан. То есть место расширения реки, распадание на рукава. И вот река одна пришла, распалась на рукава, дельта произошла и произошло море. Да? Мы хотели, чтобы учение наших учителей, в основном мы учили все кафедры эндокринологии УРДН Российского университета дружбы народов, и мы хотели, чтобы наша клиника стала дельтой этого движения Республика Саха-Якутия. И за эти 5 лет мы с гордостью можем сказать то, что мы достигли своих целей. Потому что именно как мы, работающиеся клиники, уже каждым разом все больше и больше и больше, они вот начинают вот смотреть не на симптомы человека, а на причины этих симптомов. Это вот первое, вот это вот почему мы дельта назвали. Мы стали дельтой расширения наших учений наших учителей. Во-вторых, дельта это буква Д греческого алфавита. Почему Д? Да просто потому что витамин D является самым главным гормоном, витамином, но считается нынче как гормон, который вот это влияет на все системы организма человека. Пускай это будет иммунная система, гормональная система, костная система, мышечная система, центральная нервная система. На все влияет витамин D. И сейчас в мире идет пандемия дефицита витамина D. У всех не хватает, а у якутян в Якутии как 100% не хватает. Почему? Потому что мы живем в очень, скажем, бессолнечном регионе. Солнца у нас нету 10 месяцев. Вот скажите, вот февраль, март, апрель, май, солнце есть, ничего подобного. Витамин D в организме человека вырабатывается только тогда, когда 70% тела человека открыты под лучами солнца. Под какими лучами я еще сообщу. Вот, например, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май даже человек не может загорать. Так ведь? То есть у нас 9 месяцев климатической зимы, когда человек солнце не воспринимает. Август, посмотрите, пожалуйста, можно получать солнце? Ничего подобного. Уже холодно, это раз, и уже дым появился. И сейчас до сентября у нас будет дым. Никакого, то есть активно солнце мы можем получать июнь, июль, и все, вот эти 2 месяца. Вот поэтому у нас в Якутии имеется повальный дефицит витамина D. И отсюда имеются вот очень большие вот это изменения в организме якутян. Поэтому научное направление нашей клиники является то, что мы научно исследуем именно обмен витамина D в организме якутян. У нас темы научных диссертаций про витамин D. Поэтому мы и назвали дельта. И вот этой книге, которую я назвал «Энергия жизни», вот то, что я вам рассказал, энергия митохондрий, на основу которой клетки должны вырабатывать свои функции. Вот это есть энергия жизни. И чтобы образовывалась энергия жизни в клетках, значит энергия жизни человека, должно быть всего достаточно, в том числе и витамина D. У нас, очень многих у нас Республика Саха, Россия, вся Россия D-дефицитная, а Якутия, тем более, все северные регионы D-дефицитные. Поэтому у нас очень большая нехватка витамина D. И мы научно исследуем. И вот в этой своей книге «Энергия жизни», почему я назвал, я говорю, я очень, насколько позволяет мои знания и наш накопленный опыт, постарался все это объяснить. Вот первая глава, она вся, скажем, посвящена витамину D и омеге-3. Вот в 70-х годах десант ходивших людей практически нету, кажется, тут. Когда я в 70-х годах в Советском Союзе ходил в детский садик, меня Советский Союз, медицина Советского Союза всегда давала витамин D и омега-3. То есть рыбий жир и витамин D давали. Это был витаминизированный рыбий жир. Особо никто не любил, потому что вкус плохой, вот это плохое. Но оказывается, с фактом сейчас, когда начал научной работой заниматься, начинаю понимать и понял то, что самая развитая медицина того времени, как советская медицина,
она делала потенциал клеток жизненной энергии нашим всем гражданам с детского возраста. Вот поэтому, когда наше время пришло в 90-х годах, нулевых годах, жениться там, выходить замуж, рожать детей, пожалуйста, никаких проблем не было, понимаете? Большая проблема у женщин была, ну, по-простому говоря, как бы не залететь, понимаете, как бы не забеременеть. А нынче совершенно другая ситуация. Каждая третья молодая пара не может зачать. У нас очень много людей в клинику ходят с этой проблемой. Очень много людей. Чуть ли не каждый второй прием это про отсутствие зачатия у молодых людей от 20 до 30 лет. Почему так происходит? Как это связано с витамином D и омегой-3? Понимаете, я вам говорил то, что советская медицина давала потенциал клеткам. Вот с детства давали. 91 год, август месяц, вот это же время, произошел путч, развалился Советский Союз. Всего вот этого годами выстроенной системы не стало. И какие-то личности начали говорить о том, что вот витамин D не надо давать, витамин D вреден, омега-3 вредна, достаточно вот эти 15 секунд руку показывать на солнце, чтобы вот эту потребность, дневную потребность витамина D восполнить, говорит. И вот это тем людям, которые родились с 91 года и старше, вот мало кому давали, практически не давали, понимаете, не рекомендовали. И вот сейчас, в нынешнем 20-х годах пришло время жениться там, выходить замуж, рожать детей, тем людей, которые родились в 90-е годы, которые ни разу не принимали ни витамина D, ни омега-3, и результат, я вам сказал, каждая третья пара бесплодная, понимаете? Каждый второй мужчина и женщина чуть ли не сейчас республика Саха с ожирением, понимаете? Почему? Метаболизм нарушен, витамин D нарушен, витамина D совершенно нету. А в школу, вот я за племянником года 2-3 назад ходил в школу, вот это, забирал его со школы, да? Поголовно дети толстые, понимаете? Почему? Витамина D нет. Но можете возразить, как же раньше, вот тогда выживали там якуты, там эвенки, вены, туматы, ну, коренные жители республики Саха-Якутия, когда как совершенно у нас всю жизнь не хватает витамина D. Дело в том, что у нас в питании было много очень витамина D. Очень много поступало с пищи. Якуты, да, вот именно натуральная, богатая витамином D пища. Вот то, что гуляет под солнцем, что растет под солнцем, то, что плавает под солнцем, летает под солнцем, все умеет накапливать витамин D. У нас поэтому в Якутии солнце круглосуточно светит, компенсируется, понимаете? Компенсация за счет этого идет. Круглополярное лето, вот за это время очень много вот трав накопили, много витамина D накопили, рыбы много витамина D накопили, гуляющие под волосах там скотина, там лошади, там в тайге гуляющиеся медведи, лоси, все это накопили витамин D. Если мы питаемся натуральной вот этой пищей, вот этим мы восполняем. А мы сейчас перешли в основном городские жители на что перешли? Мясо у нас откуда-то с Аргентины перевезли. Когда убили эту корову бедную, черт его знает. Может 3-4 года нам шло. Кушаем фастфуду, кушаем консервации, кушаем это совершенно вот это с витамином D нет. Там, не дружит эти продукты. Очень много углеводов кушаем. В углеводах, к сожалению, тоже витамина D нет. Да? И вот повальное нынешнее ожирение народов, заселяющих республику, коренных народов республики, да, лежит тоже в этом. Во-первых, нехватка витамина D. Витамин D самый главный жиросжигающий витамин организма, который превращается в гормон D. Нехватка витамина D – ожирение, понимаете? Одна из вот этих причин ожирения. Во-вторых, вот вы слышали всегда такое мнение, вот якутам, эвенкам, эвейнам, юкайгерам, малочисленным народам севера нельзя принимать алкогольные напитки, потому что у них нету ферментов, которые расщепляют алкоголь. Слышали такое? Да. Есть
фермент, алкоголь дегидрогеназа. Вот у нас такого очень мало вырабатывается по сравнению там, с славянами, скажем, кавказскими народностями, там, итальянцами, испанцами, со всеми. Да? У этого фермента не хватает. Точно так же у нас не хватает ферментов, которые расщепляют большое количество углеводов. Понимаете? У нас генетика такая. У нас белково-жировой обмен веществ, но никак не углеводный. Вот те же итальянцы, так скажем, возьмем, да, могут с утра кушать пиццу, кушать свои макароны, запивать все это вином. Так ведь? Стройные, веселые, подтянутые, спортивные, позитивные люди. Если мы туда отправим нашего земляка якута, он с утра будет кушать пиццу, кушать пасту, вот эту макарону, запивать все это вином. Через год мы получим кого? Алкоголика толстого якута. Понимаете? Серьезно говорю? Потому что у него ферментов нету, которые расщепляют большое количество углеводов. Ага. Поэтому мы не должны кушать большое количество углеводов. Мы должны кушать белково-жировой обмен. У нас национальное питание должно быть. У нас должно быть витамин D в достаточном количестве. Если мы с едой не получаем, мы обязательно должны в виде добавки принимать. Генетика великая вещь. В то же время, если мы ударились в генетику, да, мы этого бедного итальянца, если переведем сюда в Якутию, и если мы с утра до вечера его будем кормить именно якутской пищей, мясо, сало, жир, масло, вот, рыба жирная, рыба соленая, рыба такая, ну, некоторое количество трав, никаких углеводов, через полгода у нее почки встанут, он умрет от, скажем, хронической почечной недостаточности, острой почечной, потому что генетика у него такая, что не может переварить такое большое количество белка. Поэтому всегда говорят вот эти европейские ученые, красное мясо кушайте 1 раз в неделю. Слышали такое? Многие наши вот эти земляки, вот ученые так сказали, ничего подобного, это нам не работает. Многие говорят, вот мясо вредно, нам надо стать, как его там, вегетарианцами. Но это смерть для якута, понимаете? Эвенка, для юкагера, для туматов, для всех это смерть, если мы вот это. В мясе, которое вместо мяса, содержится очень много, если она гуляла под солнцем, как я сказал, очень много витамина D. В мясе якутских лошадей очень много омега-3 кислот. Очень много, самое главное, железа. Понимаете? Железо, которое переносит кислород. Поэтому, вот если про первую главу я рассказал, там про витамин D, вот это, вот национальное питание, основное национальное питание, вот по витамину D очень большую роль играет. В том, что Якутия D-дефицитный регион, ну, с моих слов вы поняли, да, то, что у нас солнца мало, то, что у нас зима длинная, это раз. Во-вторых, D-дефицит делает очень многие заболевания. Что можно навскидку так сказать, самое главное проявление D-дефицита? В каждом улице есть, в каждом доме есть, вы можете это видеть. Вот даже в этом доме есть, вот в том конце, проявление D-дефицита якута. Стоматологии, понимаете? В каждом доме есть стоматология. Вот идите домой, посмотрите, вот здесь стоматология, вот здесь стоматологическая, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Почему? D-дефицит, зубы плохие, и вот поэтому везде вот это. А где есть спрос, там есть предложение, понимаете? Поэтому Якутия D-дефицитный регион, зубы у всех некачественные. Раньше говорили, вот у нас вода плохая, у нас вот это плохое. Ничего подобного. Даже в деревнях, где вода хорошая, источников, природных источников, зубы у всех плохие. Почему? Точно так же нам не хватает здесь в городе солнца, у них тоже не хватает в городе солнца. Вот и поэтому витамин D и кариес тоже там постарался все очень хорошо расписать. Мифы очень большие имеются, поэтому про мифы написал. В общем, я эту книгу начал писать, почему, вот наш уважаемый модератор сказал, вот расскажите, пожалуйста, почему вы начали писать эту книгу. Раньше, когда, ну вот до известных политических изменений, вот это вот все то, что я рассказываю в книге, можно было очень хорошо в социальных сетях рассказать. Так ведь? Я был самым, скажем, большим количеством подписчиков среди якутских докторов
Ну, и блогеров-то якутских докторов мало, раз-два я обчелся. Но я был первым и единственным, так скажем, да. Очень многие якутяне меня смотрели, благодарили, вот это. Но известная политическая ситуация произошла, и эти уже социальные сети плохо работают. Поэтому, ну, врач не только должен лечить людей, врач должен, ну, как сказать, задумываться о своей нации, вот эти вот. Поэтому из таких целей я начал писать книгу. И самая большая вот, злободневная тема — это витамин D, омега-3, ну, витаминизация. Очень много людей рассказывают про витамины. Очень много людей показывают, какие витамины пьют. Но они далеко не специалисты, поймите. Они блогеры. Вот, которые вот в магазинах спортпитания, вот это продавцы любят очень рекламировать это витамины, там, вот эти. Но, конечно, они могут научиться, там, в Ютубе посмотреть, там, на себе испытать, эти же спортсмены. Но саму суть, физиологическую суть вот это превращения этих витаминов, к сожалению, не знаем. Врачи знают это, которые вот 6 лет учатся на медика, потом ординатура, аспирантура, вот все, да? Поэтому Республика Саха-Якутия, вот этой информации очень мало. Вот чтобы как-то заполнить эти ниши, я специально написал вот эти книгу, да? Это вот вопрос такой, да, отвечая на вопрос, почему я начал писать. И тут я столкнулся, когда я писал эту книгу, вот с мифами. Ну вот мифами я всегда сталкиваюсь. И вот почему я писал, надо развеять эти мифы. Очень много людей не знает. И вот я мифы про витамин D написал специально в этой книге. Мифы какие бывают? Летом не надо принимать витамин D, потому что достаточно солнца. Ничего подобного. Летом обязательно нужно принимать. Почему? Да просто потому что, ну, во-первых, что летом, что зимой городской житель сидит вот в такой каменном доме, понимаете? Он не выходит на улицу. Если даже выходит на улицу, он выходит в неправильное время. Есть время, скажем, выработка витамина D. Это очень просто измерять. Вот лучи класса B, вот они под вот его воздействием вырабатывается витамин D. Как мы узнаем, что это лучи класса B? Вот просто станьте спиной к солнцу, и падающая от вас тень должна быть выше вашего роста. Вот тогда класса B. Такое вот это когда будет? Утром, вечером. Понимаете? Это время. Утреннее время обычно спят люди в отпусках. Вечернее время, ну, там, чем-нибудь другим занят. Так что в основном дневное время, а дневное время это лучи класса А. Солнце вышло, взошло, высоко поднялось, тень, падающая от человека, стала с ростом человека или ниже его роста, это уже агрессивное солнце. Вот от этого солнца надо спрятаться. Вот это ракообразующие, вот эти лучи солнца, вот они, меланома, все, вот именно лучи класса А, агрессивные. А лучи класса Б утром, вечером, когда тень выше человека, пожалуйста, в это время. Вот эти мифы рассказал, то, что, ну, мифов, ну, прочтете много. Особая гордость вот этим главе мне вот, ну, типа как отчеты сделал. Бывает же, человек что-то хорошее сделает, ну, я считаю это хорошее, а потом хочет рассказать это. Вот у нас в Якутии не хватает витамина D, так же? Повально не хватает. Якуты очень много кушают углеводов. Без хлеба уж сейчас нынешний якут себя не ощущает. Я вот пришел к такому мнению. Вот где-то научная литература прочитал про английских ученых. И мы решили, у меня возникла идея витаминизировать хлеб, витамин D в хлебе. Почему? Якута не хватает витамина D, якуты много кушают углеводов в виде хлеба, а почему нельзя положить в этот хлеб витамин D, ну хоть чем-то хорошее будут переносить вот этот хлеб, понимаете? Два в одном. Конечно, хлеб всему голова. Поэтому мы вышли, ну я вышел на каким-то образом, каким-то путем на Немюгинский хлебозавод. Немюгинский хлебозавод, генеральный директор Нестеров Вячеслав Анатольевич очень обрадовался этой идее. Мы долго искали сусло. Вот. Я думал, можно добавить туда просто из баночки, ничего подобного не работает. Надо сусло найти, специализированное. Нашли это мы в Германии, еще до
это СВО. Перевезли в Якутию, а вот сколько добавлять, как добавлять, надо все это же учить. Все это мы учили и пришли к мнению то, что в одном хлебе мы хотели сделать примерно 10 тысяч единиц витамина D. 10 тысяч единиц это про что? Вот, например, ну никак, хоть какой-то человек, я не знаю таких людей, может я знаю даже, чтобы одну буханку хлеба за один день он весь скушает. 10 тысяч это примерная профилактическая доза человека в день. Но им никто не говорит, 10 тысяч хлеба, вот это витамина D получай через хлеб. Нет, это рассчитано на всю семью. Семья, скажем, 3-4 человека, если они будут принимать, там, кушать ну, по 100, по 200 грамм, хотя бы вот какая-то дозировка витамина D будет поступать. Не просто голяк, а хоть что-то будет поступать. Так ведь? Вот исходя из этих соображений. Ну вот про это написал. Про омегу-3 написал. Омега-3 рыбий жир, который я вот начал рассказывать, то что действия нам давали. Вот всегда говорят, якутская рыба очень вкусная, да, вкусная, никто не спорит. Ага, спасибо. Конечно, вкусная. Но нынешнее материальное положение якутян, это раз. И доставка рыбы в Якутск делает несоразмеримыми. Очень дорогая рыба. А чтобы только рыбой поступать в организм достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот, это, к сожалению, невозможно. В день надо 2-3 килограмма рыбы всегда кушать. Но этого невозможно, вот поэтому надо добавки. А вот добавки какие принимать? Вот поэтому я тоже в книге это тоже постарался все хорошо объяснить. Да? Ну, если вот так кратко про первую главу, там вот так, про знакомство, про первую главу, почему я начал писать вот эту книгу. И это вот таким вот образом. А в целом, для кого рассчитана эта книга? Вот сейчас очень много людей, которые хотят заняться своим здоровьем. Они любят заниматься своим здоровьем. Они бы хотели бы получать руководство, каким образом знать, какие вот эти параметры смотреть, какие вот анализы смотреть, к кому обращаться. Вот помощь таким людям. Да и хоть какая-то помощь, скажем, для образования народа, для развития народа, для того, чтобы народ был здоровее. Ага, здравствуйте. И вот ради этого я и написал эту книгу, ну, помощью, раньше назывался Бичик, так ведь? Да. Ага, нынче Аяр. Мне очень понравилось работать с этой редакцией. Все мои желания, все мои вот эти, как я хотел видеть книгу, в каких листах, какой бумаге, в каком свете, в каких шрифтах, все это очень хорошо учли. И так как они занимаются очень долго вот книжным издательством, они сделали так, чтобы приятно было взять книгу в руки, не вот так, не напрягаться, не зрением напрягаться, вот комфортно для чтения. Конечно, вот сейчас очень многие вот российские мои коллеги, мои вот эти подписчики спрашивают, почему не делаете вот это электронный вариант книги? Конечно, электронный вариант книги хорошо, прочитал, но когда человек берет в руки экземпляр книги, и когда человек читает по телефону, восприятие две большие разницы. Вот я не могу до сих пор, вот можно, я старый человек, вот по книге суть понимать. Вот с телефона, электронных носителей. А вот когда я беру книгу на руку, когда прочитал, когда можно перелистнуть, когда идет запах книги, когда чувствую. Помните, какой-то вот фильм был, нужно спать под книгой, под голову, чтобы информация поступала. Ну, конечно, это шутка. Ну, вот так. Ну, чай налили, чай, пожалуйста. Можно? Да, конечно. Вот история с хлебом, она как вообще дальнейший какой-то прогрессию получила? Да, конечно, вот видите ли, уже сейчас везде, во всех магазинах Немегунского хлебозавода продается же.
машины ездят, вот это доставки, вот это видели, наверное, вот. Ну вот до психосоматики, если дойти вот таким образом. Вот я вам объяснил же, да, то, что клетки должны функционировать, каждая клетка должна определенно свою функцию нести. Чтобы клетка функции несла, должна вырабатываться энергия, а чтобы энергия вырабатывалась, должны поступать материалы. Вы более-менее поняли. Но если я нарисовал бы вот эту клетку, если я нарисовал бы какие материалы, у вас не только визуальное, ну, вот это слуховое восприятие, но и визуальное восприятие было бы, да? Так ведь? И тогда у вас очень хорошо закрепилось бы. Оказывается, есть вот клетки, клетке нужен кислород, кислород возит железо, железо имеется состав вот этого, да? И вот когда начинаешь человека лечить, вот, например, с железодефицитной анемией или с другой патологией, да, и это все это объясняет человек, когда человек начинает лечиться, действует не только, вот, скажем, не только фармакологическое действие препарата, но и то, что вы говорите, психосоматика, то, что он понял это, он знает, почему лечится, знает, от чего лечится, знает, как это лечится, понимаете? Это уже лечение словом, уже активация психосоматики, уже это как называется, вот одним словом как-то еще называют, вот, уверенность даже, ну то, что человек понимает, Лечение, да, и вот это он то, что именно своей силой воли вот даже. Понимаете, вот не только Внушение. вот и самовнушение, можно это по-другому сказать, да. Вот это не только работа скажем, фармпрепарата, но и вот эта психосоматика работает. Поэтому мы очень большое значение наши доктора, клиника Дельты вот этому делают. Поэтому все наши пациенты, вот все наши приемы, они длительные, не менее 40-45 минут. Вот длится прием, да? Мы, когда начинали делать клинику вот такую, вот если к вам пришел докторам, я вот говорил нашим докторам, пациент на прием, он должен понимать все. Он должен выходить с пониманием, что у него происходит и как мы его должны лечить. И рисуйте, говорит, рассказывайте простым языком, непростым языком, вот, научным языком. Ну, которого кому как, например, простому человеку, просто медику с медицинским, техническим образованием человека, чтобы примеры переводили, что техническое вот это, чтобы аналогия была. И вот когда только человек понимает, это вот только лечение происходит, понимаете? Поэтому приемы у нас обязательно длительные, вот чтобы психосоматика, вот все это работало. Да, конечно. Здравствуйте, ага. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас вам кружку принесут. Ага. Большое спасибо за книгу, я ее от корки до корки прочитал. Ух ты. Надеюсь, сегодня автограф получить. Ага, конечно. А у меня вопрос, вот, поскольку мы заговорили о витамине D, Ага. о омега-3, вопрос такой обывательский. Вот, какие советы, вот, как выбрать правильный витамин? Очень выбор же большой, много магазинов, там, спортивных Да. питаний, в том числе в аптеках. Какой Прекрасный вопрос, прекрасный вопрос. правильно выбирать? Да. Вот здесь я тоже где-то в каком-то рассказе написал, каким образом подойти не только к выбору витамина D, но и в общем, витаминизации организма. Раньше, вот до определенных политических событий, которые происходят нынче, очень многие россияне, в том числе и якутяне, заказывали через сайт под названием iHerb. Ага. Когда я учился еще 5-6 лет назад, вот наши вот это руденовские, вот эти наши преподаватели говорили, не заказывайте на iHerb, говорили. Не заказывайте, ни в коем случае, говорили. Ну почему? Говорят, там и дешево, и там это, и быстро приходит. Они говорили, то, что здесь я тут в рассказе «Блогерский бред», вот есть такой рассказ, 271, я там это написал. Они говорили, для заказов с России, вот этих американских вот этих заводов, которые делают добавки, вот эти витамины, вот это, есть отдельная линия, говорили. Отдельная линия для России. Вот отдельная линия для своих американцев, а отдельная линия для россиян, для СНГ.
Ну, в основном для России. Не верили, не верили. До прошлого года я не верил даже. А вот когда начались вот эти определенные политические события, и у меня пазл сложился, кто же будет своих потенциальных врагов вот это лечить, давать прекрасно хорошие вот это витамины? Понимаете? У нас очень много спортсменов наблюдается. Мы спортсменов в нашей клинике. Вот клеточным питанием, мы его до Олимпиады даже вот Аяла Лазарова довели, вот и вводим. Вот, ребят, борцов ведем вот, до чемпионата мира, доводим, да? И вот они мне всегда, они же по всему миру ездили, боролись, там, общались с американскими вот этими спортсменами, турецкими, ну вот английскими, везде. Они говорили, Николай, говорили мне, то, что мы принимаем витамины, да, и то, что они принимают витамины, две большие разницы. Да. У них даже вот тот же витамин ты принимаешь, к обеду уже начинаешь вот так говорить, вот это энергию, понимаете? Поэтому какой выбор надо сделать? Ну, стараться надо сделать, ну, во-первых, iHerb не надо заказывать, это раз. Во-вторых, витамин D это называется жирорастворимый витамин, да? Есть водорастворимый витамин, есть жирорастворимый витамин. Надо стараться получать витамин D в масляном виде, потому что вот именно в масляном виде она хорошо всасывается в организме. Никаких порошков витамина D, никаких капсульных форм вот это в виде порошка, вот это витамина D, это даже вредно, понимаете? Значит, масляные растворы детям вот такого возраста, людям проблемами с печенью, проблемами с желчным пузырем, водно-спиртовые растворы, тот же аквадитрин, понимаете? Турецкие витамины хорошо работают. Ага, мы в последнее время тоже возили из Турции, очень много возили из Турции витамин. Да, но, понимаете, вот все-таки мы в последнее время решили таким образом. Нам надо создать свой бренд. Вот сейчас, всегда же, вот в последнее время говорят же, внутри, мы не должны зависеть от наружных государств. Мы должны создать свое, чтобы не быть независимым. Понимаете? Якутия тоже должна быть таким образом. Она должна собственный счет. У нас великое множество вот этих всех минералов, вот этих активных веществ, трав разных. Если кто-нибудь увидите это, заинтересованный, тоже обращайтесь. Мы создали свой бренд, назвали его Arctic Bio. К сожалению, вот из головы вылетело. Первую продукцию я не принес. Вот надо было перевести все-таки. Arctic Bio, сила и здоровье Арктики мы назвали. Почему мы Arctic Bio назвали? Потому что, ну, в Арктике живет кто? В Арктике живут сильные люди. Здесь даже мамонты вымерли, конечно. Даже мамонты вымерли, а мы выжили. Поэтому в Арктике живут здоровые, сильные люди. Ну, сильные духом люди. Поэтому все арктическое должно быть, ну, скажем, для сильных людей. Поэтому мы создали свое вот название бренд Arctic Bio, сила и здоровье Арктики. Первые вот эти витамин в виде, ну, магний и витамин С мы создали в дозировках, которые свойственны для Якутии. В Якутии дозировки должны быть намного другие, чем обычных, скажем, то, что продается обычно в магазинах. Мы магний сделали в виде порошка, потому что большое количество порошка невозможно засунуть в капсулу. Это раз. Вот, например, если мы засунем капсулу, упаковка, вот в одной упаковке порошка будет, если вот это в упаковке просто порошковой формы это капсулировать, будет 4-3 вот этих упаковок, понимаете? Капсульное, вот это объем увеличивает. Если объем увеличится, количество упаковок увеличилось, значит стоимость увеличилась, так ведь? Поэтому мы подошли вот с точки зрения экономической выгоды для наших клиентов, пациентов, чтобы он заплатил, и вот этого упаковки хватило на 3-4 месяца. Понимаете? Если капсульное, конечно, через месяц он опять же
будет покупать. Но это неправильно. Надо подойти с другой, надо долгосрочной перспективе это смотреть. Ага. И вот это капсульные формы невозможно засунуть такое количество порошка. Значит, дозировка низкая. У нас дозировка магния, например, того же, очень большая нужна. Больше, в среднем должна быть потребность магния человека 400-450 миллиграмм в день, да? Якутян намного больше. Знаете почему? Якутяне намного больше потеют. Что зимой, что летом. Летом у нас жарко, зимой мы в одежде. 4-5 слойной одежде. Поэтому хочешь, не хочешь, ты потеешь. Домой заходишь, из-за того, что наружу у нас холодно, у нас топят по-черному. Так ведь? Днем и ночью потеем. Если что, значит очень большая потеря магния у нас идет. Поэтому кто не приходи на прием, спрашиваю, какие жалобы. Судороги у меня, говорят. Спина сводит, ноги сводит, икры сводит. Там. Судороги мышц – это нехватка магния. Судороги, вот нехватка магния всегда нарушение сердечно-сосудистого это заболевание. Поэтому остро нам нужен магний. А магний, то, что продается вот этого в аптеках, вот этих, к сожалению, он дозировка очень низкая, без учета наших региональных особенностей. Понимаете? Поэтому мы пошли на такой шаг. В скором времени вот, в моих каналах мы широко начнем рекламировать. Получил 6000 единиц, это профилактическая доза витамина D. И 2700 миллиграмм ЭПК и ДГК, то есть полиненасыщенных жирных кислот, омега-3 кислот. Понимаете? Это тоже профилактическая дозировка. Вот прием омега-3 и прием витамина D должны быть как этикет здоровья. Вот есть же этикет. Ты утром проснулся, должен руки помыть, лицо помыть, зубы помыть. Это этикет. Так ведь? Никто не говорит, нельзя так делать. Это порядка вещей. И вот прием витамина D, прием омега-3 должны быть точно таким же этикетом за ухаживанием за своим здоровьем. Если мы родились такой, если мы не в таком регионе, если мы не живем в Майами-Бич, там эти, где солнца много, да, мы должны таким образом, в первую очередь. Понимаете? Есть еще вопросы по этой главе? Можно, да? Да, конечно. Исходя из того, что вы сказали, ну, как я понял, к примеру говоря, человек, находящийся в том или ином регионе, условно говоря, со своими особенностями, Да. жизнедеятельности. К примеру говоря, если человек, я сам родом из Дагестана, да, вот у нас, например, больше 300 дней в году солнечных. Я Вот родился, именно. вырос в таком регионе. Ну, последние лет 5 я проживаю здесь. Говоря, еще неизвестно, сколько буду жить, да. К примеру, я могу принимать те же самые препараты и все остальное, как человек, живущий здесь, к примеру говоря. Или мне нужно все-таки принимать ту дозировку и все остальное того, как я принимал там. Почему? Потому что, исходя из того, что вы сказали, например, генетика, имеется в виду, исходя из генетики, если говорить. Почему? Я вот маленький небольшой пример. Просто в моменте, когда я только переехал, я питался местными продуктами, все остальное, ну, только едой, которая, к примеру говоря, отсюда, да, и привезенная, и все остальное. Было состояние такое, как будто, ну, не в своей тарелке. Потом я начал... Чего-то не хватает. Да, чего-то не хватает. Потом я начал привозить, примерно, натуральные продукты, которые там делаются дома. Это тот же самый мед, сыры, там, масло, примерно, все остальное. Оттуда несколько портящихся, ну, что мне отправляли сюда. Начал питаться им, выровнялось все. Как-то лучше стало, да? Да, лучше стало. То есть я для себя понял за вот это время, пока я нахожусь здесь, то что сколько бы я, к примеру, местную еду как бы я не ел, сколько бы я здесь не жил, все равно, к примеру, в полной мере то, что мне необходимо, я могу получить только то, что есть там. Да, И конечно. это один момент. И второй момент, насколько оправдано, если мы говорим, что для каждой местности есть свои особенности, и, к примеру, и в плане даже именно здоровья, насколько оправдано получение или заказ там лекарств каких-то там, к примеру говоря, из-за границы, там трав или что-то вроде этого. К примеру, трава, которая там, особенности часто бывает, там из Китая что-то привозят, да, говорят, вот, там она там полезная, лечебная, к примеру, там она помогает, тебе здесь тоже поможет. Насколько это вообще, к примеру говоря, это миф, то, что она может помочь, или это, к примеру говоря, это неоправданно, она поможет человеку в Китае, но человеку в Якутии она не поможет, потому что здесь другая генетика.
Да, очень хороший вопрос. Во-первых, первый вопрос такой, по какой дозировке принимать вам, скажем, уроженцу Дагестана, проживающей в Республике Саха-Якутия, по какой дозировке это? Да. Вот по каком регионе живете, Ага. вот так и принимайте, понимаете? Генетически, вот народы Кавказа, народы Средней Азии, они привыкли к большому уровню витамина D, потому что 360 дней в году солнце, Да. понимаете? А вот когда сюда переехали, пока запасы есть, они еще более-менее, он вот аккумулирующийся витамин. Да, да, да. А вот 3-4 года запас уже исчезает. И уже вот этих Есть такое. Кавказ, выход из Средней Азии, вот по 3-4 год, когда который тут проживает, они уже начинают чувствовать себя намного хуже. Потому что организм их привык к большому уровню витамина D образования. А вот возьмем того же Эвена, Якута, Юкагера, Тумата, да, которые тысячелетиями тут живут, ага, они привыкли к низкому уровню витамина D, понимаете? Они могут и более-менее еще сносно чувствовать при том же уровне витамина D, чем вот этот тот же дагестанец, скажем, тот же африканец, тот же, Да. ну, вы поняли, вот эти выход со солнечных регионов. Поэтому обязательно вы должны принимать витамин D в том, скажем, тех дозировках, которые рекомендованы для данного региона, в котором вы проживаете. Это по первому вопросу, а по второму вопросу. Вот те травы, которые, например, в Дагестане, я знаю, очень много тоже трав. Да. Ага. Если мне вот дагестанские мои друзья-борцы отправят сюда травы, скажут: Николай, вот это принимай, вот это вот что-то действует. Да, конечно, он будет действовать, потому что алкалоиды, содержащиеся в вот этих травах, все равно сохранены вот эти. Да. Но если тот же дагестанец будет принимать вот эти травы, которые родились в Дагестане, у него намного больше эффект. Ну, Понимаете? Генетика. Вот именно тот регион, который вот это человек родился, намного лучше. Например, вот якутские травы. В Якутии очень много вот это трав, скажем, целительных трав. И они у нас намного концентрированнее. Намного концентрированнее. Почему? Потому что у нас лето очень короткое. Лето очень короткое. За это время должны вот это все, этот процессы очень быстро происходить. Поэтому очень коротко. Я знал вот этих стариков, которые занимались ну, вот, травами занимались. Они мне говорили: не надо вот это пробовать все травы на вкус. Говорит. Можно отравиться. Говорит. Ну, как-то проверяем, говорит. Ну, там один раз еще можно. Там, если одну и ту же траву, которая сильно алкалоидная, проверить там 3-4 раза, можно отравиться, говорят, опьянеть, там, ну, алкалоиды, вот это. Так что вы правильно говорите. Тот же китайская трава, конечно, поможет, но 50% поможет. Тому же китайцы поможет 100%. Вот. То есть получается, к примеру, человеку, живущему в определенной местности, искать лекарства откуда-то из других мест, это не всегда оправданно получается. Да, выходит, что так, но за неимением лучшего, Ну да. Это вот про первую главу, вторая глава про обмен веществ. Вот проблема ожирения. Вот то, что я начал говорить, очень много. И все хотят худеть. Даже самые худые люди хотят худеть почему-то. Да. Вот это меня интересует. Вот приходит вот 47 килограммов, вот, хочется обнять и плакать. Вот это. Не, говорят, я хочу худеть, говорят. Надо понимать, когда худеть. А для чего? Вот все люди, ну вот какая сейчас вот это идет это. Сперва надо понимать, от чего состоит вес. Вот здесь в главе про исследование, в конечной главе Совета по исследованию, тут есть измерить измеримое. И вот это надо измериться. Чего больше человек? Жиров больше, мышц больше. Есть для этого специальные вот эти аппараты, называются биоимпедансометрические исследования. На руке электрод, на ноге электрод, электрический потенциал уходит по всему телу, скорость прохождения электрического потенциала разная, по мышцам разная, по жирам разная, по жидкостям разная, и тем самым вычисляется килограммы. Может быть такое, что человек 50 килограммов
рост метр шестьдесят, метр семьдесят, считайте, если соотношение сделать, у него недовес же, да? И все думают, вот этого человека очень хорошее телосложение, очень... ничего подобного. Бывает такое то, что при весе 50 килограммов, а при росте метр семьдесят, у человека может быть ожирение. Соотношение разное. Жиров больше, если мышц, в процентном соотношении. Это уже ожирение. Сам килограмм ничего не значит. Вот про обмен веществ я в главе написал очень большое количество там. Постараюсь простым языком писать. От чего происходит ожирение? Почему происходит инсулинорезистентность? Почему происходит сахарный диабет? Как можно ли излечить сахарный диабет? Вот всегда говорят, сахарный диабет, если поставили, все. Да, если сахарный диабет первого типа, это врожденное. Конечно, человек должен колоть всю жизнь инсулин. Это когда первый тип, это когда выработка инсулина нарушена с детства. Клетка специализированных нет. А сахарный диабет второго типа, человек к этому приходит сам. Понимаете? Мышцы – самое главное место утилизации глюкозы. Когда я в 90-х годах только-только начинал работать в медицине, меня учили вот врачи, которые работали еще в советском периоде. Они обучались с 60-х годов, вот это в советском периоде, 70-х годов становились врачами. Они вот сахарный диабет второго типа не говорили, они говорили сахарный диабет пожилых говорили. Почему пожилых? Потому что у пожилых людей мышц нету, понимаете? А мышц нету почему? Потому что стероидных гормонов не вырабатывается. Тестостерон не вырабатывается, эстроген, прогестерон. Яички у мужчин, яичники у женщин исчезли, высушились. Не вырабатывается, мышц нету. Главное место утилизации глюкозы исчезло. Саркопения называется это. Глюкоза не утилизируется, гуляет по крови просто так. Вот это называется сахарный диабет пожилых второго типа. Понимаете? И вот если усилить питание мышц, усилить дыхание мышц, метаболизм мышц, сахарный диабет очень хорошо излечивает заболевание. Понимаете? Очень хорошо. Мы на своем опыте это говорим. Очень много лечим. Во второй главе еще по хронической усталости. Вот у девочки есть хроническая усталость. Все время она уставшая. Про вас говорят, нет такого? Нету, да? Молодец. Хроническая усталость, вот это нынче, знаете что? Ну, чуть ли не каждый второй человек болеет этим. Типа, ну, усталость, ощущает усталость. Усталость души, там, усталость тела, там. И как-то гордятся люди этим. У меня хроническая усталость, говорит. Ага. Ну, как я писал в книге, например, геморроем не погордишься, так же. А хроническая усталость как-то звучит благородно, человек устал, там, человек много работает. Да. Хроническая усталость всегда имеет свою причину. В основном причина, опять же, в железе. Нехватка кислорода, нехватка витамина D, нехватка омега-3 кислот, нехватка стероидных гормонов. И вот хроническая усталость очень можно хорошо излечить, тогда, когда выяснить, чего не хватает, и вот это все это устранить. И вот это я постарался все это описать. В следующей главе про спорт я написал, почему нет олимпийских медалей в вольной борьбе. Можно один вопрос? Да, конечно. А что вы скажете про то, что мы регион сильно дефицитный? Да, это очень хороший вопрос тоже, спасибо. У нас, вот, например, центральная Якутия, где мы тут живем, они очень далеко расположены. А можно я ребенка успокоить? Очень далеко находимся от морей. Северные моря закрыты Верхоянским хребтом, восточные моря закрыты опять же вот это хребтами. И у нас потоки, морские потоки, потоки воздуха, содержащие йод, к сожалению, очень мало приходит. Очень мало приходит, и у нас, как говорится, у нас очень большой дефицит йода. Когда имеется дефицит йода, йод нужен для работы щитовидной железы, это во-первых, и йод нужен для работы головного мозга. Слышали, вот такое вот обзывают
друг друга люди кретинами. Кретин это значит все, дурак. Слышали такое, да? Так вот это никакое не ругательство, это медицинский диагноз. Кретинизм называется. МКБ-10 это и есть. Кретинизм развивается на фоне дефицита йода. Понимаете? Еще древние греки вот эти говорили. Хотите лишить нации будущего, лишите нации йода. Понимаете? И вот это будет следующее поколение рождаться кретинами, рождаться уже с рождения. И их можно хоть как руководить. Поэтому у нас в Якутии, но я не говорю, что у нас кретинов много, у нас дефицит йода очень большой. И как детям давать ее? Ежедневно? Прямо Обязательно, конечно. Вот это, без перерыва? конечно. Если вы не живете, Так же, как и витамин D и амино, Конечно. ежедневно, прям как еду, да? да, поэтому надо обязательно подбор йода, понимаете? Подбор дозировки. Вот эти, то, что вы... Эконолог прямо сказал, пейте и все, а дозировку вообще ничего не делает. Ну вот у нас, почему я написал эту книгу? Вот ради этого я и написал, понимаете? Чтобы люди начинали понимать, витамины, минералы надо принимать дозированно по назначению врачей, не от балды. Ну, врач от балды живет. Ну, к сожалению, они не знают. Вот йод делится на две большие группы. Химический йод, органический йод. То, что в аптеках продается йодомарин, это калий-йодид. То есть это химический йод. Химический йод может, в каких-нибудь экстренных ситуациях, вот когда очень быстро надо поднять уровень, он поможет. Да? А надо профилактической целью, в основном профилактической целью, надо принимать органический йод. Мы вышли на производителей органического йода, которые у наших соседей Приморский край, город Владивосток. Японское море, Тихий океан, йода там очень много. Почему мы должны возить откуда там, скажем, с Балтики? Почему мы должны возить откуда-то какой-нибудь с Черного моря? Поэтому поблизости вот здесь нашли такое производство, органический йод. И мы вот это сейчас налимарин он называется. Налимарин. Угу. Ламинария японская же есть? Ну вот отсюда делают. Нет, Владивостока возим, да. Ага. У нас в клинике вот всегда есть. Клиника Дельта Хабарова 42. Витамин D тоже там можно. Там разновидности витамина D. Ага. Так как мы целенаправленно занимаемся этим, и разновидности омеги, разновидности витамина, разновидности железа, мы стараемся возить сюда не абы какое, а вот именно четко, ясно, фармакологически подтвержденное, все имеющее свидетельство государственной регистрации. Вот такое стараемся возить. Можно вопрос, да? После 45 лет этот йодомарин ничего нельзя принимать? Нет. Или таблетка? Нет, пока жив человек, все минералы нужны. Понимаете? Эндокринолог говорит, после 45 не пить. Нет, это... Или с едой, ну, в смысле, Очень много старых установок. Понимаете? Медицина не стоит на месте. Медицина самая развивающаяся отрасль науки. Вот, например, недавно только была пандемия ковида. Так ведь? Вот это, с одной стороны, то, что была пандемия ковида, это очень хорошо. Конечно, вот с точки зрения развития медицины. Не с точки зрения там, что много людей заболело, а с точки зрения развития. Он стал толчком. Вот про витамин D сейчас знают практически все. Так ведь? А почему? Ковид этому подтолкнул. 5 лет назад, когда мы начали тут говорить про витамин D, про нас говорили, дураки говорили. Вот так говорили. Вот наши же коллеги. Понимаете? На нас смотрели как на каких-то нигилистов. Есть же нигилизм. Вот. Ага. Но ковид расставил точку над «и». Сейчас все знают про
витамин D, все знают про омегу-3, это вот большой толчок развития вот этого направления. И вот дальнейшая наша цель, задача вот такими встречами, вот такими книгами, таким вот этим, надо уже, вот сейчас уже люди знают, что такое витамин D, а сейчас надо, как надо принимать витамин D научить, понимаете? Вот поэтому и мы тут сегодня собрались. Вдогонку. Бывает, что от большой дозировки эдамарина у детей, например, гипертрофированы, могут расти какие-то органы. От всего можно гипертрофию нарасти органы, понимаете? Не только йода. Ежедневно принимаю, а потом я боюсь, что у меня у ребенка, например, печень будет. Очень много таких мифов, там, на печень, на это, понимаете? И пить надо, и пить пользу. Ничего подобного. Вот если вы делаете это все под наблюдением всех вот этих показателей, вот это работа щитовидной железы, работа вот это, работа ну, гормонов, там, сердечно, какие могут быть осложнения? Они нужны организму. Есть такие незаменимые вещества. Незаменимые вещества это организм сам не вырабатывает. Организм только внести извне нужно. Без этого никак, они невозможны. Тот, Где вот это отслеживать наличие своего витамина, какие анализы давать, не сдавать. в лаборатории сейчас великое множество, да? Тут дело выбора лаборатории. Да. А Это раз. у нас некоторые вообще от балды тоже работают. Вот я иду к нему, он мне говорит, у меня нет дефицит железа, говорит, я иду к нему, а он говорит, у меня все нормально с этим железом. Не, вот это надо, вот И книга вот, врач сомневается, вот эта лаборатория, ну, она не очень хорошо работает, ну, не доверяю ей. ну, это Я как. говорю, как мне тут сориентироваться просто? Ну вот, во-первых, надо найти, да, надо, во-первых, найти своих врачей, своего врача. Вот есть же вот исповедатель, вот это типа как Я бы. ходила к своему врачу, он меня до 67 килограммов довел, и потом сказал, ой, я ошибся, извините меня. Не, это такое не должно быть. Эскизма, да. Да, он мне столько диагнозов поставил, мне 5 лет пришлось худеть до вот этого веса после его лечения трехгодичного. Ну, понимаете, я думаю, не только тут действие врача, но вот и обменные процессы, то, что нарушается, это тоже все-таки наши дела тоже имеют. Это раз. Во-вторых, надо найти своих докторов, которые вот это экспертов в этой области, понимаете? Доктора везде есть, доктора Но они разные. разные, понимаете? Есть экспертность по каким-то вопросам, понимаете? Мы, например, Республика Саха-Якутия по витаминным, минеральным делам является экспертами. Почему? Потому что мы целенаправленно всегда учимся на это. Есть эксперты по кардиологии, мы с ним никогда не спорим, потому что они эксперты. Есть эксперты по хирургии, есть эксперты по другим специальностям, да? Мы не спорим, почему? То, что они сказали, они эксперты, это незыблемо, это опыт их, понимаете? А почему-то по витаминизации, да, считают все специалистами, включая и не врачей, и врачей. Вот все они, а витамины это самое главное. Вот я же говорю, клетка не работает без этого. Поэтому надо найти своих специалистов по выбору этих лабораторий. Мы работаем в последнее время путем проб и ошибок, выборов. Подошли к тому, что мы сейчас работаем с лабораторией City Lab. Это московская лаборатория, международная лаборатория. Мы возим туда, отправляем логистику, что это сделали. Мы довольны этой лабораторией. Чтобы выбрать такую лабораторию, нам пришлось тоже очень много, экспериментов делать. Мы сперва искали экспериментировали местными лабораториями. Знаете, как эксперименты делаются с лабораториями? Очень просто. Вот подошли в лабораторию утром натощак, сдали кровь, например, с правой руки. Перевязали, пошли в ту же другую же лабораторию, сдали те же показатели с левой руки. Понимаете? Один и тот же день. Разница не должна быть такая большая разница.
то, что мы здесь сделали, это очень большие разницы бывали. Поэтому мы вместе не работаем. По этими, как его там, по гормонам. Почему? У меня сразу заинтересовал вопрос, почему же такая разница? Оказывается, все дело в том, что у нас очень малое количество исследований проводится. То, что закупили реактив для этого исследования, да, она может годами лежать. Меняет свои свойства. Так ведь? А то, что мы в центральные лаборатории отправляем, у них объем очень большой. И вот за счет этого объема у них не залеживаются реактивы, у них все это очень быстро делается. Ну, нынче сейчас другая картина. Вот сейчас спектральные анализы, там реактивы особо не нужны. Но в основном мне вот, это не мои слова, а не один профессор, именно по лабораторным делам, специалист, эксперт, таким образом объяснил, и не местный эксперт, а эксперт центральной клиники, ну, центральных вузов. Так что ищите своих докторов, ищите свою лабораторию. Именно я не советую бегать с лаборатории на лабораторию, не советую искать там дешевле, я там сдам. Понимаете? Здоровье — это самое ценное, то, что есть у человека. Будет здоровым человек, будет он любые деньги заработает, любые цели достигнет. Все он можно сделать. Возможности человека безграничны. Но, чтобы вот этого дойти, в клетках должна быть энергия. Человек же из клеток состоит. В клетках должна быть энергия. И мы должны качественно сделать, найти энергию, ну, вот, создать то, что вырабатывалась энергия в клетках. Понятно, да? Особая моя гордость в этой книге, да? Про мужское здоровье. Целую главу, очень большое количество рассказов я туда там написал. Там я написал про тестостерон, про мужской климакс. Есть, бывает мужской климакс, нет? Да. Бывает. Если кто-то прочитал. Все думают, климакс бывает только у женщин, ничего подобного. Климакс бывает и у женщин, и у мужчин. С греческого слова это климакс называется ступень. То есть постепенно, медленно все снижается, вниз, вниз, вниз. Понимаете? То, что наступил климакс у женщин, они знают то, что тем, что ну, исчезли месячные. А типа у мужчин нету месячных, исчезать нечему, значит и климакса типа у мужчин нет. Ничего подобного. Мужской климакс называется андрогенодефицит. И вы каждый день этих климактерических мужиков видите. В аптеках, там, в магазинах, там. Это моя очередь, здесь вас не стояло. То есть мужчины начинают приобретать характер женщины. Это раз. Они становятся диванными экспертами. Ничего не хотят делать, хотят лежать, не мотивированные, не амбициозные. Все время хотят, но зато они очень хотят. Все время они критикуют. Это плохо, то плохо, руководство плохое, это плохое. Но сами ничего не делают. Да. Это раз. Фигура этих мужчин меняется. Ну, все подтянутые, стройные, без климакса мужики сидят. Фигура становится. Климакс может наступить даже у 20-летних, понимаете? Конечно. Как почему редко? Я каждый день вижу и у девушек, и у мальчиков. Почему? Потому что если выработка стероидных гормонов закончилась, считай это климакс. Женщины, я знаю, к нам переходят гинекологи, знают то, что 25-летние, 3-4 года никаких менструаций, очень много таких. Это, считай, климакс преждевременный наступил. У мужчин точно таким образом, ну не менструация исчезает, а никакого желания, никакой амбиции, никакой целеустремленности. Гормон тестостерон — это гормон амбиций, целеустремленности, скажем, амбициозности, мотивированности, всего. Все альфа-качества связаны с тестостероном. Не то альфа. Нету клеточной энергии, понимаете? Нету клеточной энергии для того, чтобы образовались гормоны. Клетка не выполняет свою функцию. Если гормоны не выполняют свою выработку гормонов, значит вот этих воздействий гормонов нету. Тестостерона нету, развития нету, всего этого нету.
Ну, надо тут смотреть, это как индивидуально. Может, дыха не хватает, может, железа не хватает, может, каких-нибудь других веществ не хватает. Нет, очень большое количество. Переведите нам клинику, мы поможем. Мальчишки начинают расти только в 10 классе. Вот семиклассник меньше меня ростом. Но это всегда так было. Ну, девочки раньше растут, это раз. И девочки раньше рост Ну заканчивается. и это вот такой слабый рост такой, да, эндокринолог объясняет тем, что это идет позднее половое созревание. А вот полное половое созревание, вот это вот слабый рост. Вот сдайте как-нибудь, хотя бы сдайте, вот хотя бы, да, сдайте на витамин D, понимаете? Это, конечно, не панацея витамин D, но на рост человека, на созревание половых, вторичных половых вот этих признаков, на выработку гормонов, он, который ответственен за рост, за созревание, витамин D величайшее значение, первичное значение имеет, понимаете? Поэтому таким образом надо подойти. Очень много вот таких вопросов возникает в мужском обществе. Про размер полового члена, тут же, про эрекцию, про это. Люди это, мужчины узнают, ну вот сосед дядя Вася сказал, либо кто-то сказал, либо интернета почитал, либо это. Поэтому я тут все написал про предстательную железу, про простатит, про массаж предстательной железы, поможет, не поможет, вот, про эрекцию, про усиление эрекции, про размер полового члена. В следующей главе про женское здоровье тоже злободневные вопросы, вот после 45 лет женщина какая должна быть, знаете. В моем молодости, в моем детстве мне казалось, что женщина старше 40-45 лет это уже старые люди. Ну, действительно было и так. Но. А нынче женщина 45 лет старше, это вот вполне развитая, там самостоятельная, ну, жизнь только начинается, можно сказать. Но это вот такое начало, самый золотой период жизни омрачается всякими разными, вот теми же климактерическими нарушениями. Климактерическое нарушение, вот нарушение эстрогенов, нарушение всех стероидных гормонов приводит к большим изменениям. Есть два самых больших переходных периода. Переходной период взросления 12, 13, 14 лет. До этого, до 12-13 лет девочка была девочкой, мальчик был мальчиком. Душа детская, тело детское, все детское. Так ведь? Но 12, 13, 14 лет проснулись гонады, яичники у девочек, яички у мальчиков. И за счет этого произошло, за счет того, что проснулись яички, выработались гормоны тестостерон, эстроген, прогестерон, и под его влиянием все изменилось. Человек, переходной период. Характер изменился, тело изменилось, сознание изменилось, все изменилось. Он превратился в взрослого человека. И он так прожил в взрослом состоянии. Примерно 40-45 лет происходит, опять же, переходной период. Но тот был переходной период взросления, а нынче переходной период старения. Тестостерон, эстроген, прогестерон снижается, меняется все. Сознание меняется, тело меняется, возраст-ассоциированное заболевание начинается, все это начинается, человек меняется. Поэтому вот этот период, если хорошо руководить, вот этот период снижения уровня стероидных гормонов, да, вот молодое состояние души и тела намного можно увеличить. Но в России, в Якутии, везде, ну, Российской Федерации, есть такое состояние гормонофобия. Есть же такое. Как гормон сразу, это гормоны. Ничего подобного. Наоборот, надо гормонофилом стать. Любить надо гормоны. Надо понять, какие гормоны. Не от балды, конечно, принимать, а под наблюдением специалистов по всем. Поэтому вот так, возраст женщины 45+, все это я написал, тоже, ну, думаю, женщинам будет интересно. Да и по совету, по исследованиям. Советы исследованиям, что там в первую очередь? Вот как, например, люди, вот, например, вы же вы задали вопрос про это же, да?
про Куда идти? про куда лабораторию, обращаться? да? Как правильно? Если обычно человек сдает анализы, какой у него реакции? Посмотрел вправо от своих результатов, есть там колонка референсные значения. Так ведь? Если свой результат подходит вот это референсное значение, все нормально, думает. Ничего подобного. Во-первых, эти референсные значения установлены были 15-20 лет назад. Они очень устарели. Это раз. Во-вторых, любые референсные значения, каждый человек имеет свои референсные значения, которые исходят от пола, от возраста, от образа жизни, от образа питания, много-много. Поэтому должен быть подход индивидуальный, персонализированный подход к этому референсному значению. Поэтому ориентироваться на референсные значения совершенно неподходяще. Это неправильно. И то, что если ваш доктор говорит, у вас референсные значения в норме, значит вы в норме. Нет, надо искать другие вот подходы к этому. Например, почему вот говорят, слишком много сейчас железодефицитной анемии. Железодефицитную анемию, последнее вот это слово науки, надо смотреть, достаточно ли железа, недостаточно по белку под названием ферритин. Норма ферритина, вот у женщин пишется, от 10 до 120 пишут, референс. Если у женщина сдала референсные, вот это результат, личный результат женщины, скажем, 30 микролитров, да, вот 30, да, результат. А референс написано от 10 до 120. Женщина посмотрела, 30, значит, референсные значения входит, типа как успокоилась. Подошла к врачу, врач посмотрел. Если врач не специалист, не эксперт в этой области, она посмотрит на референсы, скажет, все нормально, до свидания, у вас все хорошо. Но у женщины было, как были симптомы, которые нехватки железа в виде гипоксии, усталости, все это сохраняется. Значит, этот референс, то, что результат 30 это норма, это далеко не норма. Железо очень зависит от веса человека, понимаете? Ну, даже простая логика. Чем больше вес человека, значит, тем больше больше клеток, значит, тем больше нуждается в кислороде, так ведь? И вот чем больше нуждается в кислороде, значит, больше надо будет железа. Очень простой, скажем, метод. Хватает ли женщина железа, это в виде ферритина, не хватает по весу человека. Например, женщина весит 50 килограммов, а ферритин у нее, скажем, 30-40, да? Это хватает, не хватает? Не хватает. Уровень ферритина, минимальный уровень ферритина должна быть примерно равна весу человека, весу женщины. Если женщина 50, значит примерно 50. Если женщина 70 килограммов, значит примерно 70. А если женщина 100, значит нижняя граница примерно 100. Это нижняя граница. А если мы нашли нижнюю границу, мы должны найти оптимальную границу. Оптимальную границу, опять же, исходим от веса. Каким образом? Вес человека, например, женщина 100 килограммов, плюсуем туда усредненное число ферритина 70, усредненное. Это не нами придумано. Учителя наши придуманы, ученые. То есть 100 плюс 70 получается 170. Норма референса пишут от 10 до 120. Типа как если 170, то у вас, говорят, переназагрузка железа. Ничего подобного. Это ее оптимальный уровень. А если 50-килограммовая женщина 50 плюс 70, 120, значит верхний уровень вот этого референса. Так что по многим данным ориентироваться на референсы не стоит. По тому же витамину D. Если посмотреть по анализам, выше 30 пишут оптимальный уровень, 30 нанограмм на миллилитр. Для Якутии 30 нанограмм на миллилитр совершенно не хватает. Очень даже низкий считается. У нас достаточный уровень обеспеченности витамина D будет считаться тогда, когда будет она выше 60-70 нанограмм на миллилитр. Понимаете?
Поэтому референсные значения, вот тоже тут очень хорошо прочтите. И про гены написала, и про диспансеризации есть ли толк. Да, есть и то. Есть ли толк, да? Вопрос. Конечно, есть толк. Но к этому надо нам подойти как-то по-другому. Толк диспансеризации в том, что охватывается большое количество людей за одно время, чтобы выяснить, есть ли какие-нибудь, скажем, заболевания. Это прекрасно, это хорошо. Но хотелось бы качества. Качество, заключающееся в чем? Вот я в этой рассказе написал, например, очень много к нам приходит таких людей. Вот каждый год я прохожу диспансерное исследование. Каждый год мне говорили, у тебя нет сахарного диабета. Я был рад этому, ходил. В этот раз пришел, мне сказали, что у меня сахарный диабет. Почему? Почему раньше они не просмотрели? Они либо просмотрели, либо я последний год что-то плохое сделал, что у меня развился сахарный диабет. Нет, дело не в том, дело в том, что очень многие вот эти анализы, которые пользуются, скажем, диспансеризацией, они, к сожалению, не до конца раскрывают, профилактической силы не имеют, не до конца раскрывает, вот, скажем, суть развития начала заболевания. Поэтому тут прочтете, надо понимать, что сдавать. Но, к сожалению, в рамках диспансеризации это нет. Есть же программа диспансеризации, написано какие-то анализы дать, на какие анализы бюджет заложен. К сожалению, тех анализов, но того же витамина D, который является, скажем, ключом здоровья человека, диспансерных анализов нет. Значит, что должен человек? Должен человек сделать сам для себя диспансеризацию. Он должен посмотреть, какие ему нужны, посоветоваться с доктором, сдать и хотя бы раз в год сдавать эти анализы и посмотреть, какие у него изменения. Вот это будет глубже диспансеризация. Понятно? И в самом конце этой книги я по совету моей дорогой учительницы Светланы Юрьевны Калинченко, это зав. Кафедрой эндокринологии РУДН, сделал вот это в виде приложений. Это, скажем, методички, научные методички для и пациентов, и для врачей, которые издаются нашей кафедрой эндокринологии РУДН. Про дефицит витамина D, про омега-3, про вот то, что какие тематику я затронул в этой книге, я вот эти методички, чтобы своим читателям показать, откуда я все это взял. Не голословность, а научная обоснованность той информации, которую я дал своим читателям. Ну, если есть вопросы, я с радостью отвечу. Еще один вопрос, да? Да. Ближе к концу книги там есть раздел «Гены». Да. Меня очень заинтересовало то, что вы тут написали про ДНК-тесты, которые делаются. Вот насколько, во-первых, это сейчас наука развита, да, что вот какие он нам покажет результаты, насколько покажет правильную предрасположенность к тому, либо чему-либо, к тому же, допустим, каким видом спорта, например, больше человек подходит, не подходит. Насколько это точно, насколько можно верить? Да, вот и как это сделать правильно? Это очень хороший вопрос. Генетика — это очень хорошо, сильно в последнее время развивающаяся наука. Вот я не зря несколько раз повторял про персонализированность медицины. Персонализированность медицины четко, ясно, вот именно индивидуальная персонализированность медицины может быть только тогда, когда человек подойти к этому с точки зрения генетики. Понимаете? Вот я вам говорю про витамин D очень многое говорил, очень многое сегодня рассказываю, все вы понимаете витамин D. Но есть такие ситуации, когда имеется сломался рецептор витамина D генетически. Вот этого человека хоть запоите его этим витамином, хоть перекалите этим витамином, но не работает рецептор, понимаете? Вот таким людям нужен десятикратные выше дозировки витамина D. Вот эти люди, вот это предрасположены к развитию астматических состояний, развитию сахарного диабета, развитию
раннем возрасте вот, преждевременной, скажем, преждевременным климактерическим изменениям. Думали какие-то причины. А оказывается, это генетический слом механизма рецепторного механизма по витамину D. Вот поэтому генетика сейчас определяет все. Если вот генетические исследования можно сделать вот по генетике, какого характера мышцы больше у человека. Ага. Есть длинные волокна, есть короткие волокна. И вот исходя из этого легкоатлетический вид спорта, либо там тяжелоатлетический вид спорта. По характеру, можно, вот, например, обмен тестостерона. Тестостеронные рецепторы какие? Андрогенные рецепторы. Если у человека андрогеновые рецепторы слабые, генетически слабые, они не работают, вот этот человек не должен идти в спорт, который нужен там большое количество единоборства. Его убьют там низкого уровня тестостерона человек. Тестостерон это агрессия, это желание победить, это альфа-качество. Если у человека генетически сломленный механизм, рецепторный механизм тестостерона, значит у человека изначально тестостеронный обмен плохо работает. И вот этого человека, если мы засунем ребенка в спорт единоборств, он никогда там не достигнет успеха. А если вот это, вот, скажем, другие методы, вот такого человека, другие методы, ну, другие виды спорта, он очень вне единоборств, ну и там единолет. Тот же лук, тот же этот, понимаете? Поэтому генетика очень хорошо работает. И в основном в последнее время развитие медицины западной направленной, западной медицины, индивидуализированной, персонализированной медицины идет по генетическому пути. Вот поэтому мы 2 года назад начали разрабатывать вот эти все генетические исследования. Берется очень просто. Эпителий из ротовой полости высушивается, запечатывается, печать ставится, отправляется в Новосибирск, Академгородок. Я в этом Академгородке, вот это, я тоже не верю, серьезно говорю. Поэтому я специально съездил туда, посмотрел, на чем делают. Можно же обманывать на нынешнее время. Отправился, нарисовал в компьютере хоть что, отправил человека. Но может же быть такое. Поэтому мы, если что-нибудь разрабатываем, мы должны сперва сами убедиться, чтобы не обманывать наших пациентов. Понимаете? Вот поэтому я дважды съездил туда. Перед мной же делали амплификацию, вот эти, все эти этапы генетического исследования делали они при мне сами. Так что я убедился, вот поэтому со стопроцентной уверенностью я могу сказать, можете отправлять туда тесты, можете туда вот это генетические исследования. Но, если вы прочитали от корки до корки, вы иной раз вот этой информации человек ни к чему. Понимаете? Ну, узнал, что генетика сломана у тебя по какому-то обмену. Ну, жил без этого знаний, нормально жил. Если узнала это, еще хуже стало. Так что, может быть и к лучшему сторону пойти. Да, конечно, всегда. Поэтому, если ты делаешь генетические исследования, надо знать, быть готовым к всякому результату, понимаете? И всегда надо иметь мотивации менять вот это. Если генетика, значит, все уже предрасположено, все это. Нет, это не то. Если у тебя генетическая, генетику можно обыграть. Есть понятие как генетика, а есть понятие как эпигенетика. Эпи – это вот латинского языка над. Надо стать над генетикой. Вот, например, генетически обусловлена предрасположенность к каким-нибудь заболеваниям. Например, к тому же развитию сахарного диабета. Так ведь? Дед болел, бабушка болела, прадедушка, вот эти мама, папа, все болели. Значит, у него генетическая предрасположенность к развитию сахарного диабета. Сломался какой-то рецептор. Например, тот же рецептор тестостерона, рецептор витамина D. И что надо сделать, чтобы не развилось вот это генетическое обусловленное заболевание? Надо сделать все, чтобы не развилось. Что? Ну, во-первых, вы уже знаете, сахарный диабет – это нарушение качества мышц. Поэтому всегда надо
заниматься физическими нагрузками, чтобы мышцы были в тонусе. Мышцы всегда должны быть накормлены аминокислотами, белками, дыханием, питанием, всеми. Если мышцы он не потеряет, у нее развитие сахарного диабета будет уже, ну, процент развития он снизится. Надо всегда витамин D, потому что в обмене глюкозы и инсулина витамин D главное значение. Тестостерон главное значение. Вот эти, если все показатели сделать нормально, то, конечно, это заболевание может не развиваться. То есть человек стал эпигенетикой, над генетикой стал. Понятно? А тестостерон быстро поднять можно? Тестостерон как? Быстро поднять. Вот хоть, за 1 час можно поднять. Серьезно говорю? Как? Укол поставил, вот тебе поднялся. Но незачем вот всем вот эти ставить укол. Надо сделать так, чтобы выработка, ну, в молодом возрасте, да, вашем молодом, например, сделать надо так, чтобы выработка собственного тестостерона стала хорошей. Ну и для этого надо вот определенное время. А вы не думаете, что вот сейчас у наших мальчиков тестостерон низкий? У нас, Если сравнить с нашим поколением, у нас в обществе вообще, понижается. конечно, у нас становятся очень спокойными мальчиками. но у нас в обществе, в общем человеческом обществе уровень тестостерона ежегодно падает и падает. Это очень сильно видно. Я работаю учителем начальных классов. Я сравниваю своих первых мальчишек, да, и вот сейчас мальчишки, которые ко мне приходят. Это две разные. Конечно, это две разные вещи. Но, Вот если мои мальчишки вот такие ходили, бегали, да, Ну. такие, а вот эти сидят спокойненько на перемене, никаких конфликтов и Ну. так далее. Вообще. вот раньше мы, Какие классы? вот в 70-х, 80-х годах, У меня там были лидеры, да, они боролись за то, чтобы вот эта группа мне принадлежит, это мне. А лидеры сейчас у меня. но есть такое было у нас понятие, как по-якутски класс корола. То есть король класса. Кто физически, да, как физически сильный, да. Да. Но у меня вот, Моя команда, давайте вперед, сильнее, я хочу победить. Вот такого нет. понимаете, да? Раньше у меня были мальчики-лидеры, вот, Но, сражались за лидерство. ну, сейчас Девушки были лидеры, да. А сейчас уровень я тестостерона в обществе все снижается. Вот, например, лидерские качества тестостерон. Из чего вырабатывается тестостерон? Тестостерон, чтобы вырабатывался и в клетках яичек, и клетках яичников, должен быть субстрат, материал. Материалом является гормон под названием прегнинолон, который вырабатывается в надпочечниках. То есть тестостерон будет вырабатываться только тогда, когда есть прегнинолон. А чтобы прегнинолон вырабатывался, холестерин должен связываться с витамином D. Понимаете? Холестерин, витамин D, произошло прегнинолон, прегнинолон и тестостерон. Если в этой цепочке чего-то не хватает, например, холестерина не хватает, очень много девочек, мы жирное не кушаем, да? Холестеринная выработка низкая, и витамина D не хватает, который у нас в Якутии, значит, прегнинолона мало выросло, образовалось. В конечном итоге образовался низкий уровень тестостерона. Никаких желаний, никаких сексуальных амбиций, фантазий, скажем, либидо. Таких очень много. Люди годами полового контакта не имеют. Я таких очень много вижу. Понимаете? Никаких, молодые люди, не старые люди. Никаких мышц, никаких этих. Тестостерона нету, мышц нету, инсулиновый обмен, ожирение, все. Поэтому должна быть цепочка вся полная. И холестерином полная, и витамином D полная, и прегнинолоном. И чтобы это все вырабатывалось, вот эти превращения произошли, должна быть ферментативная активность. Ферментативная активность — это активность так называемых цитохромов. Цитохромы — это железо. Железодефицита не должно быть. То есть мы должны подойти к лечению человека с такой точки зрения. Не просто дать тестостерон. Конечно, тестостерон можно за 1 час поднять. Пропионат поставил, все такой большой. Понимаете? Нет, такого не надо. Да, конечно. Есть еще какие вопросы? Я, к сожалению, вот после обеда у меня приемы начинаются. Состоялось
прекрасная беседа, я думаю. Я тут подготовила на всякий случай вопросы, но как-то все исчерпывающе все Николай Николаевич рассказал. И вопросы были заданы очень интересные. Я думаю, что вот эта книга должна быть в каждой семье, потому что она не научным, а доступным, популярным языком написана. И главное, что как раз для населения, которое вот в суровых наших северных условиях живет, как раз для нас очень такие важные темы затронуты, и думаю, очень будет полезно для всех, от мала до велика. И думаю, что и послушали и будут слушать еще наши читатели через каналы наши. И я сама вот открыла много чего интересного, хотя я и читала от корки до корки тоже книгу, да, много очень интересного знания. И думаю, наши читатели тоже услышат через видео и видеосъемку. И всем вам спасибо, что подошли, послушали. Впредь тоже наблюдайте за нашими анонсами, и будут такие беседы, встречи тоже проводиться. Всем здоровья, спасибо, что подошли.